Глава МИД Кыргызстана рассказала всю правду о ситуации на кыргызско-таджикской границе. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему говорить об окончательном решении конфликта преждевременно. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Министр иностранных дел Кыргызстана рассказал о причинах конфликта на таджикско-кыргызской границе и возможных путях их решения. На сегодняшний день, несмотря на предпринимаемые усилия по дальнейшему описанию линии кыргызско-таджикской границы, говорить об окончательном решении конфликта преждевременно, сказал Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Кыргызстана. По его словам, главная причина конфликтов на таджикско-кыргызской границе, в том числе событий 28 по 30 апреля, это незавершенность юридического оформления линии государственной границы между странами. Одним из прорывных моментов может стать совместное решение о взаимном отказе от территориальных претензий и начало поиска компромиссного решения, которое удовлетворило бы интересы двух государств, отметил он в беседе. Как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Казакбаев подчеркнул, что Кыргызстан и Таджикистан – это исторические соседи и страны, народы которых связывает общность культуры, традиций и религии. С учетом наших близких связей и стремления к добрососедским отношениям мы прилагаем максимальные усилия разрешить все имеющиеся нерешенные вопросы на двусторонней основе, сказал кыргызский министр. Министр иностранных дел Кыргызстана также допустил возможность привлечения к переговорам между странами России или других стран и партнеров по региону, в случае же, если по каким-либо причинам этого сделать странам не получится. На вопрос журналиста о том, намерена ли Кыргызская республика обратиться в ОДКБ за оценкой событий, имевших место на кыргызско-таджикской границе, кыргызский министр ответил: «Такого намерения нет, но в начале сентября готовимся к визиту генерального секретаря ОДКБ Станислава Васильевича Зася в Кыргызскую республику, в ходе которого мы сможем обсудить актуальные вопросы». Как вы относитесь к таким высказываниям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.